В древнем городе Хевроне жила благочестивая супружеская чета, священник Захария и супруга его Елисавета. Были они уже пожилые, но к великой скорби их детей они так и не заимели. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, и явился к нему сам архангел Гавриил. Возвестил он Захарии о великом счастье: родится у них сын, и будет сын их предтечей ожидаемого ветхозаветной церковью Спасителя, Мессии. Захария смутился и даже испугался, как он, летами уж не молод, сможет иметь сына, и попросил архангела дать ему знамение. Оно дано было ему, но в то же время это была и кара за его неверие. Захария поразила немота до времени, когда исполнится слова архангела. Святая Елисавета долго скрывала от людей свое счастье, носила под сердцем ребенка, боясь насмешек за свой пожилой возраст. Но посетила ее преблагословенная Дева Мария, чтоб разделить и свою, и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божью. И вот настало время, и родила Елисавета сына. Вся семья, друзья были исполнены великой радостью. И на 8-й день, свершивший обрезание, был назван младенец Иоанном. Так написал немой отец Захария. И спали с языка его те узы, что наложил архангел Гавриил. Исполнившись Святого Духа, Захария прославил Бога и произнес слова пророчества о явившемся в мир Мессии и о сыне своем Иоанне, предтече Господа. После Рождества Христова царь-нечестивец Ирод повелел убить всех младенцев в Вифлееме. Святая Елисавета успела скрыться с младенцем Иоанном в пустынной пещере, а Захария остался в храме, исполняя свое служение священника. Там он был убит воинами Ирода за то, что не открыл им место, где скрывала мать младенца Иоанна. А Иоанн так и остался жить в пещере. И даже после смерти матери был ангелом храним, и только в 30 лет он вышел к людям, чтобы проповедью своей приготовить народ к принятию Спасителя мира. «7 июля. Великий праздник Рождества Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна».